Песнь 7. О том, как Идыгей прибыл к Аксак Тимиру и привез ему его дочь Акбиляк. 40 старых мужей-пастухов, 40 освобожденных рабов прибыли в Тимиров дом. На быстроногих скакунах принял их великий шах, отдав учтивый салям сперва. Произнесли такие слова: «Вот радостная весть, шах Тимир! О, сладостная весть, шах Тимир! Если Кара-Тиин Юсунчи, землевладыка, злодей, муж, поработивший людей, Батыр Батыров, великан, страстью и злостью обуян, твою несчастную Акбиляк, твою прекрасную Акбиляк с милым ее отцом разлучил, с белым твоим дворцом разлучил, ее в жестокий плен увез, заставив алое лицо вянуть от горючих слез, то безлошадному ставший конем, заблудившемуся путем, для жаждущего питьем, для страждущего врачом, тот, кто братом безродному стал, тот, кто пищей голодному стал, кто посохом пешеходу стал, опорою народу стал, тот, кого зовут Идыгей. В горе тебе сумел помочь, убил Кара-Тиина он, освободил от плена он Акбиляк, твою чистую дочь, освободил от рабства нас, Акбиляк он тебе везет. Между вами пути сейчас 3 месяца и 10 дней. Когда зазвенела весть в ушах, сказал Тимир, эмир и шах: дальний сей путь покройте вы, встречу в пути устройте вы, берегите, наказ даю, Идыгея и дочь мою, чтоб не дышал им в лица зной, чтоб не мешал им вихрь степной. Много сказал им добрых слов, 30 000 отправил послов. Ой, речная, живая струя, за той рекою Сырдарья, за Сырдарьёю Самарканд. 100 минуло долгих дней, прибыл сюда Идыгей. Справа 30 биев стоят, слева ждут его 50. Вышел шах Тимир из ворот, он спешит увидеть приход такого мужа, как Идыгей. Оказался таков Идыгей, потомок Тулпара под ним, пятнисто-чубары под ним. Гордо ступает по траве царственная шапка луна, беркута крылья на голове, в белое золото убрана. Шуба, расшитая на нем, следует за его конем 17 грозных мужей. Грудь Батыра шире арбы, плечи созданы для борьбы, львиная сила в его руках, барсова крепость в его ногах. У коня взыграла душа, по Майдану не спеша подъехал к Тимиру Идыгей. Поклонясь, произнес привет, рядом с ним на рыжем коне, лучась, как солнечный свет, сияя подобно луне, Акбиляк, чиста и светла. Идыгей с коня соскочил, девушку снял он с седла, к шаху Тимиру подойдя, шаху Тимиру дочь вручил, за кончики пальцев ее ведя. Эмир Бырлас, шах Тимир, девушкам дочь лелеять велел, ситами золото сеять велел, лопатами серебро празднество затеять велел. Он пригласить Идыгея велел в шатер, разукрашенный пестро. 2 костра зажечь приказал, Идыгею почет оказал. Между кострами велел пройти, повелел он чанг-чалгам звенеть, повелел дум-думбакам греметь, на сурная-курная играть, в кожаный барабан ударять, несчастливых рабов собрать, из всех своих городов и столиц резать приказал кобылиц, помоложе, погорячей. Ровно 40 дней и ночей длились игрища, длился пир. Утром 41-го дня Идыгея спросил эмир: шах Тимир, ты кто такой? Ответствовал Идыгей: Инджу-Дарья твоя река, эта река широка, Банджу-Дарья твоя река, она не глубока. Знай, что подлунный свет велик, реки мои, мать Идиль и Яик, Булгар моя страна, там чеканет Асгари, полна монетами казна, хан-сарай мой родимый дом, множество золотых монет в доме чеканет моем.
татский неистребимый род, Нугая лучезарный дом. Вот откуда мой приход, вот каким я прибыл путем. Славный Бии Кутлукуя, вот кто моим родителем был. Хан Токтамыш его убил. Если несчастный Кутлукуя со своей головой разлучен, если с великим Идилем я с полноводной рекой разлучен, с благородной страной разлучен, если с блеском моих очей с Нурадыном я разлучен, с мужем, сыном я разлучен, если ты не примешь меня, где ступит нога моего коня? В Арбакеша я превращусь, по дорогам с водой потащусь, заработаю на еду, пропитание себе найду. Ответствовал Шах-Тимир: да будет благословен твой приход. Был в Уняне могучий хан, никогда твой татский род не склонял перед ним головы, робких не знавал он сердец. Елкыбай, твой большой отец, не подчинялся никому, лишь Тимучину одному. Будь и ты подобен ему, перед ханом ты не склонись, Токтамышу не подчинись. Что же будет, если ты станешь Тарханом моим, другом желанным моим, близким из близких людей? Хан убил отца твоего, из-за меня кончина его. Теперь я вижу сына его, это ты, Идэгей. Если грубый хан Токтамыш такого, как ты, не признает, если он сам тебя отдает, оставайся возле меня, да будет благословен этот день. Шубу с плеча моего надень, ворот, золото и два, из ткани шелковые рукава. Бием-то будешь, Тимир сказал, славу добудешь, Тимир сказал, подавляй мятежи, сказал, охраняй рубежи, сказал, оплотом своим тебя изберем. Если ударишь тебя топором, голова не отскочит с плеч, шеи с размаху коснется меч, шеи не повредит. Ты сумел победить Юсунчи, тебя никто не победит. Акбиляк, мою дочь ты спас, тебе отдам ее сейчас. Прими, Идэгей, прими. Сделал Тимир, как сказал. Муж Идэгей, что сказал он, взял. Дочери шахской супругом стал. Шах-Тимир ему другом стал. Сделал Бием главой людей. Но все же, кто таков Идэгей? Этого Шах-Тимир не узнал. Прочитал Рафаэль Миргаязов.